Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске отменено условно-досрочное освобождение бывшего директора Кангаласской средней школы Алексея Юрченко, по вине которого в результате ДТП погибло 2 человека. Напомним, в августе 2016 года он пьяным сел за руль своего «Мерседеса». На большой скорости машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомашину Toyota Чайзер. Находившиеся в ней пассажир и водитель погибли. Юрченко было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Однако после апелляционного обжалования приговора срок наказания был уменьшен до 3 лет 11 месяцев. 21-летняя жительница Якутска обманула мужчину, который хотел арендовать жилье. Она сама жила в съемной квартире. Но перед тем, как съехать, распространила объявление, где предлагала жилье за 25 тысяч рублей. Получив деньги, перестала отвечать на звонки. Средства потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. В Алданский суд направлено дело мужчины, который в течение 2 лет насиловал свою малолетнюю падчерицу. В 2015 году отчим впервые притронулся к дочери. Тогда ей исполнилось только 13 лет. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, выдвинул версию об оговоре потерпевшей ввиду влияния на нее матери, с которой сложились конфликтные отношения. Несмотря на это, а также на давность произошедшего преступления, следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих его в совершении преступлений. Собранными следователем материалами версия обвиняемого полностью опровергнута. В отношении потерпевшей организован комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий полученных травм. Возобновление пассажирских рейсов по маршруту Маган-Амга-Маган полярными авиалиниями намечается на 15 июня. Представители авиакомпании осмотрели посадочную площадку в селе Чапчилган. Напомним, что рейсы должны были начаться с 11 мая, но вследствие затопления территории площадки на период весеннего паводка были отменены до его полного восстановления. Сейчас же представители авиалинии отметили, что площадка находится в хорошем состоянии, установлены знаки и ветроуказатель. Регулярные пассажирские рейсы по направлению Маган-Амга-Маган будут возобновлены после подписания акта приемки посадочной площадки. Стоимость одного направления на самолете Ан-2 будет составлять 3500 рублей. Время полета 1 час 15 минут. Детям в возрасте до 2 лет проезд бесплатный. Норма бесплатного провоза груза 10 килограмм. Площадка в очень хорошем состоянии. Поле ровное, знаки соответствуют, ветроуказатель есть. Спасибо большой администрации за взаимопонимание. И думаю, что и дальше будем работать в этом направлении. На этом пока все. Берегите себя.